Театр – это волшебный мир, где сказка оживает и все вокруг преображается. Республиканский фестиваль школьных театров «Азам» посвящен году счастливого детства в Чувашской республике. Сейчас состоялось подведение итогов муниципального этапа. Прежде всего, проект направлен на развитие школьных театров, раскрытие творческого потенциала школьников и сопровождение талантливой молодежи в будущей профессии и ранней профориентации. Это первый в истории фестиваль, участие в котором приняли все без исключения школы Чебоксар. Это одна из лучших площадок для детского творчества, говорят организаторы. Каждую школу, каждый спектакль мы просматривали, мы проживали вместе с нашими актерами. Это большая, колоссальная работа и детей, и педагогов, и режиссеров. Тут и декорация, тут и пошив костюмов, тут эмоции, тут слезы, тут радости. А самое главное, все вот эти постановки, они дают и учат добру. Быть добрыми, ласковыми, нежными, помогать ближнему. Все вот эти постановки, они раскрывают и творческие способности наших ребят. Поэтому, кто знает, а может быть, здесь будущие наши артисты. Создание школьных театров позволяет решить задачи федерального проекта «Современная школа», национального проекта образования. Театр помогает сделать удивительное открытие. Всех ребят и их наставников поприветствовал глава администрации Денис Спирин. Такое интересное занятие, как театр, всегда вдохновлял детей, всегда давал возможность им раскрыть свой внутренний потенциал, раскрыть свою духовность. И поэтому именно театры при школах являются, наверное, основой нашего духовного развития, которое было, и которое мы сегодня хотим передать нашим детям. Особенно это важно, когда дети через прямой контакт с друзьями раскрываются, становятся активными членами общества. Впоследствии вот именно возможность выступать на сцене дает возможность им быть лидерами, не бояться публичных выступлений. Каждая постановка сделана с любовью. Ребята и педагоги очень старались, чтобы показать зрителям все самое лучшее. Сказка прежде всего рассказывает о доброте, сочувствии и любви. Для кого-то из ребят это первый опыт игры на сцене, а кто-то уже привык к аплодисментам. В любом случае, очень интересно преодолеть свою робость и делиться эмоциями с окружающими. Это приятно, это очень даже приятно, что заметили, даже получили какую-то награду. Вообще изначально даже в планах не было, просто как хобби. А тут теперь стоим с грамотой. Так что сказка ждет. Вместе с героями мы переживаем радости и неудачи. Это помогает нам стать чуть лучше. А продолжать верить в чудеса нужно в любом возрасте. Ведь они действительно иногда случаются. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь в столице.